В социальных сетях еще на минувшей неделе. Правда ли это? В чем причина гибели рыбы? Смотрите далее. Как утверждает пользователь сети, снявший видео для интернета, рыба массово гибнет на Тюменавской плотине реки Сарсу. По версии авторов ролика, по реке течет кислота, которая отравляет рыбу. А кислоту с пены сбрасывает в реку завод по переработке золотоносных руд. Для выяснения обстоятельств и установления причины массовой гибели рыбы на место происшествия выехала специальная комиссия. Это оперативная группа Караганинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, Департамент экологии по Караганинской области, а также сотрудники местной полицейской службы Департамента внутренних дел Караганинской области. Специалистами был проведен анализ воды необходимым исследованиям. Также взят образец погибшей рыбы для исследования. Как утверждает ряд членов комиссии, внимательно ознакомившись с ситуацией, в гибели рыбы виноваты не золотодобывающие предприятия, а сами жители. По словам экспертов, расположенная на реке Сарасу Тюменавская плотина не состоит ни на чем балансе и по сути является бесхозной. Деятельность плотины никем не контролируется, и местные жители пользуются ею на свое усмотрение. Наряду с этим экологическую ситуацию ухудшает домашний скот, изобилие пасущийся на берегу реки. Их отходы жизнедеятельности загрязняют заброшенную плотину. Рыбе трудно пробраться через плотное ограждение, и поэтому она массово гибнет рядом с плотиной. Такие моменты, они у нас ежегодно проходят. Просто оно как-то, мы поднимали этот вопрос, но оно бездействовало, стояло. Вот. Тут пока не будет ответственных человека за эти плотину, рыба будет гибнуть. И зимой она будет гибнуть. Вот этот случай, конечно, это не первый случай. То, что говорят, вот, даже местные жители там ходят, жалуются, вот, у нас рыба дохнет, у нас то все. В принципе, они сами в этом во всем и виноваты. Если вот разобраться, вот, сами местные жители. Вот. Покуда будут существовать эти плотины, вот этот вот гибель рыб, она будет. По информации специалистов, это далеко не единичный случай гибели рыбы, но местные исполнительные органы не предпринимают никаких действий. Пока ожидаются итоги экспертизы. Специалисты намерены поставить вопрос о регулировании деятельности Тюменавской плотины, чтобы в будущем избежать повторной гибели рыбы. Алтынат Кельбаева, Думан Уразов, телеканал Дидар.